дело гражданки Гогохя Майер Резаевна. Ей отказано в связи с тем, что она не проживала в данный период времени, 94-99 год, это официальное уведомление есть. Но при этом здесь есть тоже официальное решение суда о признании ее установить юридический факт личности на Гогохе с 22-77 года по настоящее время проживающей в селе Первый Гал Волчанского района. То есть абсолютно неоправданное уведомление, потому что суд постановляет решить, что она здесь жила. Мало того, что суд постановляет, здесь есть еще рапорты участковых, свидетельские показания односельчан, справки глав администрации. Почему все вот это перепрыгивать должны ваши сотрудники? Вот если этим не доверять, а вот ваши сотрудники, они больше всех знают, и они отказывают это самое. Да, судом подтверждено. Далее, есть у меня Габараева Цисана Ермолаевна, она уже получила паспорт. Но, опять же говорю, при очень больших, как говорится, мероприятиях, связанных с тем, что мы пробивали ее, получение ее паспорта, более полугода ей не выдавали, она супруга участника войны, справка прилагается здесь, вот, тоже большая проблема. Вот отправлен на комиссию Черкезия Руслан Надарьевич. Мы по запросу давали у него в документации, начиная от эсеровского паспорта, кончая формами 20, формы 1, что нету в документации, такого нету. Тоже отправлен на комиссию. Считаю, что абсолютно неправильно. Кварамия Цисана Дамеевна. По наличию документации явной здесь находящейся, у нее нет признаков того, чтобы ей отказать в паспортизации. Да, я это вам все передам. Есть дело Библая Тенгиз Венович. Неоднократно ставили вопрос, я лично просил посмотреть, ускорить или тому подобное. Разговаривает на чистейшем абхазском языке, как мы с вами можем говорить. Мать абхазка, отца практически не знает. Здесь родился, здесь вырос. 83-го года рождения, период до 99-го года он не был совершеннолетним. На сегодняшний день стал вопрос, требует справку со школы, где он учился. Мы, конечно, предоставим эту справку, проблем нету. Но представьте на минутку, что он не учился в школе, к примеру. То есть почему эта справка должна решать основополагающую роль, и в документации, которая представлена, ваш сотрудник почему-то не хочет верить в упор. Мне это очень удивительно. Понимаете, как главы администрации. Потом выяснилось в Бедии, что глава администрации дал неправильное. Ваша работа, ваша заслуга вашего ведомства. Но это одна бумага, а у меня вот здесь лежит 5. Только здесь лежит 5. Я могу предоставить таких бумаг до 600, где не предоставляется паспорт в 15-дневный срок. Я не говорю, что 15-дневный срок это панацея. 3 месяца тоже нормально, но полгода и больше это уже попахивает чуть-чуть другими вещами. Да. Нет, я понимаю, еще раз говорю, там есть объективные трудности. Например, вот на Творчельском примере я точно знаю, что есть много объективных трудностей. Во-первых, количественный состав очень маленький, аппаратура не совсем совершенная, материально-техническое снабжение не совсем нормальное. Но при этом, при всем,
Ну, по полгода держать людей, и потом очень плохое взаимодействие с СГБ у вас. Просто никто не это самое, вот лежит стопка бумаг, огромная стопка бумаг, в котором написано «Ждем ответа с СГБ». И они лежат там месяцами, ну, это же нужно на ведомственном уровне решить. Меня волнует вопрос. Все документы есть. Возьмите на контроль, пожалуйста, вот этот Библая Тенгиз Венович. Я просто боюсь, что за отсутствие паспорта он потеряет работу. Его сестру мы отправили через комиссию, она получила паспорт. Работает в детском саду, в абхазском детском саду, преподает абхазский язык. Нельзя так подходить к этому. Потом в Творчеле есть люди умалишенные, больные, получающие социальные пенсии 1500 рублей. А для них это на самом деле денежная единица. Есть две сестры Реутовы, одна получила, другая нет. Ну, жалко этих людей без этих копеек оставлять. Пожалуйста, я вас прошу на это очень обратить внимание. Вот эти дела я вам отсылал один раз, получил ответ. У меня есть вот ответ министра, это, видимо, вы представили ему. Но опять же, еще раз говорю, у меня по этим вопросам, есть вопросы. Особенно вот Габараева, вы знаете, мы были очень возмущены в Творчеле. Ну, слушайте, СГБ дает свое заключение. Достаточно, я думаю, что она супруга нашего боевого друга. В связи с прокурорской проверкой паспортных дел в определенный промежуток времени потерялись очень много дел. Это не может служить отказом паспортизации человека. Дело потеряли вы. Ну не вы, прокуратура, какая разница, кто потерял? Человек за это страдает, он получает отказ, нет первичной документации. Это не годится. Это вообще, знаете, какое-то полное неуважение к людям. Это вы потеряли, это прокуратура потеряла. Кто-то потерял, но человек почему должен страдать? Или же для подтверждения факта правоты человека заставляют найти паспорт эсеровский. Кто-то находит и получает. У меня есть сосед Гогохия, мингрелец, грузин. Всю войну прошел от начала до конца. Пока он паспорт эсеровский не принес, его крутили. И он чуть-чуть этот самый, как его пострадал после войны, избили, руку сломали, у него с головой проблемы и тому подобное. Но опять же, еще раз говорю, эсеровский паспорт, кто-то, думаете, имеет, но очень мало людей, кто такие бережливые, они вытаскивают. Кто не вытащил, все, пропало дело, у него катастрофа, нет документа и все. Ведь нигде не написано, что паспорт эссе должен подтвердить его. Чтобы как-то помочь, для этого и просят принести то, чтобы создать этот архивный материал первичный, который, как вы сказали, утерян. Я понимаю, что к вам много обращаются, и к нам много обращаются. Мы многим помогаем. Мы вот имеем много, да, у нас даже очень много времени уходит для того, чтобы поднять эти архивные документы, чтобы найти эти архивные документы. А когда мы не находим, мы стараемся сделать все максимально, доказать проживание этого человека. Ни один из паспортистов. Конечно. В законе о гражданстве отдельные руководители паспортных визовых служб или там сотрудники, они не имеют права сами придумывать и тем самым заставлять искать то или иное. Мы уже первое сталкиваемся с тем, что человека, когда он 40-50 лет закончил назад школу, просят справку из школы, что он там учился. Это к нам тоже обращались. И за это создана была комиссия, чтобы как-то помочь вам в работе, упростить вообще получение паспорта тем гражданам, которые на самом деле должны его получить. Но мы видим, что на местах работники придумывают какие-то препятствия, которые потом решаются или денежным вопросом, или вопросом, чтобы кто-то помог им, там, который работает в каких-то властных структурах или еще что-то. Это прямое нарушение закона, вы это лучше меня знаете и понимаете это, но мы на это никак не реагируем. Чтобы ни для кого новостью не было, что это все материалы, ну и вы тоже как бы хотите этого,
перейдут в прокуратуру, и на сессии парламента будет зачитано решение комиссии по всем вопросам, потому что со всех регионов... шуксазы царазцоза уйы и справка рзымпшайт. А царейцозоз уафик авақан пшик псхейт адзюр стуадын ход, а е царейцот ихейт аха арзахал витупурхейт. Арзахал зларыюя уйра дыхадзам. А таглаза сейчас гахейт алшара гяхмовит уйу ицхрара. Ихау жранзеки уяз царац бадзамнас абас Дмитрий Сергей Пайшихаз нас абра комиссия ала хузиги акоп яхтаху шергиш дырцоп абра тсфялым хзаку а тсфя Аллах ход хагзам яра и харширц и аус яха ауарзы яхай мария харц шахот и озеро бре комиссия апцариха на цузики ядышкул шхуя шурху нас министр МВД ри апцариха цузикиот насги ишукнаго закон ишахуевш а прокуратура ги хаштиро по материалу. Те нарушения, которые мы нашли, тоже пришлем туда. Однозначный вывод комиссии, к которому мы уже пришли, мы считаем неудовлетворительной работу паспортно-визовой службы. Это чтобы, мы вам говорим это прямо. Все выводы будут изложены на официальном документе. Никто не отнимает права опровергнуть и все остальное. Но все вопросы, которые задаются, они есть, они существуют на сегодняшний день. Мы понимаем, что из-за этого может там материально-техническое обеспечение у нас почему-то кабинет министров вам должен давать там или еще что-то, из-за чего задержки могут быть, но это народ не должно касаться народа, не должно, это взаимодействие структур должно быть. И выводы чуть позже вы о них узнаете. Спасибо вам, что вы сегодня здесь присутствовали.